расколол скорлупу яйца великий Тенгри и увидел, что его окружает темнота. Стало скучно Тенгри во мраке, и понял он, что пришло время творить мир. Как могут сочетаться горловое пение, элементы фольклора, народные инструменты и Башкирский государственный театр кукол? Зрители спектакля «О чем поет орнамент» смогут узнать об этом и убедиться, что кукольный театр – это давно не только куклы. Орнамент, он как ДНК, который надо расшифровывать. Попытались мы расшифровать, насколько удалось, надо будет посмотреть. Историю, основанную на башкирском фольклоре, сценарист Владимир Аношкин и режиссер Альберт Имамуддинов хотели рассказать давно. Препятствие было одно – авторы идеи не могли найти то, что пройдет красной нитью через весь спектакль. В конце концов, связующим звеном стал орнамент – одновременно украшение и оберег. Здесь и психологический рисунок ролей – это некий орнамент, и звуковая партитура – это некий орнамент, и, соответственно, сценографическая составляющая и куклы – это все один живой орнамент, который метаморфируется из одной формы в другую. Сюжет спектакля состоит из 5 разных историй. Сотворение мира, на чем земля держится, 2 сердца, мешок с хитростями и кангур-буга. Каждая часть особенная по жанру, стилю и содержанию. Их объединяет орнамент, но не только как идея, а как изображение. Анимация Урала Махиянова служит той же цели, что каждая деталь в орнаменте. Доказательству, что театр кукол – это симбиоз. Тут, я думаю, надо обращать внимание не только на театр кукол, а на все театры. Не только кукол, и на жизнь, на быт. Это дух нашего времени, можно так сказать. Видеоряд, дополняющий спектакль, создан в технике 2D-анимации. По словам автора, такой вид анимации хорошо сочетается с театром кукол. Ограниченность в пространстве является одновременно преградой и простором для творчества. На ее создание Урала Махиянова также вдохновил орнамент, который сам подсказывал, какой ритм придать действию. Анимация, он проходит, как сквозная ткань, проходит через все эти 5 историй. И он сшивает их. Мы хотели, чтобы с помощью анимации их объединить в один единый стиль. Он как змея проходит, как ткань, как нитка он проходит через все эти истории. Там одна и та же тайминг, движение, формы, одна и та же форма, стиль. И анимация служит такой формой, чтобы все это не разваливалось. Он как кирпич, он как не кирпичики, а как цемент. Цемент, который скрепляет, как раствор, который скрепляет кирпичики. Анимация – не единственная особенность спектакля. «О чем поет орнамент» сочетает в себе взаимодействие живых актеров, этническую музыку в современной обработке, пение и непосредственно кукольный театр. Подобное сочетание не является сюрпризом для мировой практики. Хореограф Рустам Имамов уже работал над постановками, в которых сочетаются и куклы, и танцы. Там не то, чтобы в этот раз танцы, тут больше именно пластические зарисовки. Ребята, актеры, они с помощью тела, с помощью каких-то знаков, жестов, они обозначают определенные вещи в спектакле. У спектакля нет возрастных ограничений. Увидеть представление о таких вечных темах, как жизнь и смерть, любовь и дружба, добро и зло, смогут люди любого возраста. Зрители убедятся, что древние легенды и современные технологии – это отличное сочетание. Вот ответ. Земля не тонет, потому что плавает в море наших слез. Премьера «О чем поет орнамент» состоялась 18 февраля, но следующее представление ждет уфимцев уже 19 марта. Тогда на сцене снова развернется яркое и захватывающее действие, призванное показать зрителям: кукольный театр все-таки выбрался из-за ширмы. Эвелина Бронникова, Игорь Яковлев, городской телеканал ЮТВ.